Государственность у нас большинство учеными, исследователями, политиками понимается как политическая организация многонационального народа. Это структура, которая помогает социуму развиваться самостоятельно, управлять самостоятельно собой. Понятие государственности у нас появляется, зарождается на все 100%, где-то начиная с 20-х годов 20 века, когда народ Саха получает всю полноту возможностей для самореализации, самоопределения. Эти года у нас отмечены, говорят это, что как кровавые страницы истории России. Это период гражданской войны, когда после свержения монархии, после того, как политическая система, которая существовала в России буквально 1000 лет, она перестает существовать, и начинается новый этап истории России для тех народов, которые живут в Российской империи той эпохи. 20-е годы – это период гражданской войны, который охватывает практически всю территорию Российской империи, начиная от Карпат и заканчивая Охотским морем. 20-е годы – это период судьбоносный для Республики Саха-Якутия. Почему? Потому что в этот период становится очень большой вопрос о понятии статуса государства в Республике Саха-Якутия. То есть как область, или край, или республика, или союзная республика, или автономная республика. И мы с вами свидетелями являемся о том, что да, в 1922 году Москва подписывает указ о том, что на территории бывшей Якутской области, Иркутской губернии создается новое государство, которое называется Якутская автономная советская социалистическая республика, столицей которого является город Якутск. Верхневилюйский музей государственности имени Исидора Никифоровича Барахова предоставил нам несколько экземпляров книг, в которых Исидор Никифорович своей рукой делал при жизни эти записи, заметки. И цель этого проекта, чтобы дать возможность нашим жителям увидеть то, как трудились те люди, которые отдали, по сути, своей жизни. Вы же знаете, какая трагическая судьба первых руководителей республики и вообще постигла народ нашей страны в те сложные годы, когда формировалось наше советское государство, и республика Якутская автономия в частности. Здесь представлены, любезно предоставленные нам документы Национальным архивом Республики Саха Максима Кировича Амосова, его школьные тетради по черчению, по русскому языку. Это документ, личная карточка, личное дело Степана Васильевича Аржакова, где тоже он заполнял эту объективку собственноручно. Здесь представлена автобиография Аюнского Платона Алексеевича, написана собственноручно. Здесь лежат памятники, именно историческая память нашей с вами родины, нашей малой родины, Республики Саха-Якутия. Хотелось бы просто сказать, что поскольку Национальный архив является учреждением, в котором хранятся документы практически по всей истории Республики Саха-Якутии, если брать хронологию, то это уже начиная с 17 века до наших дней. В общей сложности хранится около 1,5 миллиона единиц хранения. Поэтому именно сегодня, как пример, были выбраны несколько документов, которые были написаны именно непосредственно руками этих исторических личностей, чтобы вы смогли увидеть и ощутить прикосновение истории. Понятие республики, понятие 30-х годов, понятие Амосов, Аржаков, Аюнский, Барахов — это уже не просто историческая память, но это еще и культурное наследие. Это
культурный фонд нашей страны, нашей республики. Мы смотрим эти документы, видим их почерк. Важно то, что мы должны попытаться понять становление этих личностей, как они достигли таких высот, о чем они думали, из-за чего страдали, что хотели и так далее. Это очень важно. Это его психология, это его жизнь, прошлое, настоящее. И, как ни странно, история — это наше будущее. Поскольку история имеет свойство возвращаться. Все к личности мы это называем. Поэтому, когда мы смотрим документы, мое пожелание искренне, чтобы вы попытались вникнуть в личность человека. Вот этой книге уже больше 80 лет. Эта книга, если вы видите, да, там есть вот пометки синим, красным и карандашом, это почерки Исидора Барахова. То есть кто такой Исидор Барахов? Исидор Барахов — это человек, который является одним из людей, которые было всего лишь чуть больше 20-30 лет, и они с нуля создавали экономику и вообще вот систему существования республики 30-20-е годы. Именно эти люди являются теми товарищами, большевиками. Вот Исидор Барахов, например, про себя говорил, что он в 19 лет уже себя считал большевиком, да? То есть это уже такой момент. Мы можем здесь увидеть портреты Ленина, Сталина и самые вот пальмами, да, вот вырезали фотографии. Мы знаем о том, что была такая практика в 30-е годы, что такой политические репрессии, и те люди, которые попадали в политические репрессии, их просто вот заходили и вырезали или зачеркивали в таком формате. Это есть вот прямой свидетель этого факта. Емельян Ярославский, 1933 год. Книга называется «История ВКПБ», Всероссийской коммунистической партии большевиков. Было выпущено только один том. Вторая книга, она не менее исторична. Она звучит так: «Сельскохозяйственный словарь-справочник». И очень красивая подпись, личная подпись Исидора Барахова. Эта книга, этот словарь-справочник помогал Барахову, помогал Якутии в 30-е годы формировать свою экономику практически с нуля. Это автобиография Платона Алексеевича Аюнского. Да, тоже написана его рукой. Я вот скажу, как человек, который непосредственно участвовал в работах по изданию сборника его документов, скажу, что его почерк ни с каким другим почерком спутать сложно, невозможно даже сказать, потому что он, как видите, пишет таким вот стройным образом, как будто вот письмо льет из него вообще вот таким вот потоком, да? Мысли стройные, идет аккуратно все написано. Понятное время дело, тогда в то время учили не только писать, но и писать аккуратно, чисто, чтобы было красиво, потому что каллиграфически, да, потому что рукой писались официальные документы, тогда машинопись встречалась не всегда, очень редко даже. Вот еще два таких интересных документа. Это тетради ученика 4 класса Якутского городского 4-классного училища Максима Кировича Мосова. Но тем не менее, вы можете обратить внимание, вот это вот его тетрадь по черчению, насколько он аккуратно рисовал, насколько он аккуратно чертил. Нужно понимать, что это не карандаш, а получается вот чернилами. Здесь можно увидеть, как учитель проверял его работу. Именно такие документы, рассказывающие о жизни человека, они вот, как и было сказано, показывают нам человека сквозь время, и человека не как просто установившаяся личность, а как процесс, как человек взрослел, как человек жизнь свою прожил. Да. Я вот, например, я работал над сборником Василия Васильевича Никифорова «Пелюмир». Да, это был достаточно такой большой сборник. Я занимался отбором документов, печатал их, и когда вот работаешь, ты же читаешь все эти документы, и получается, что ты как будто вот проживаешь вместе с ним какую-то жизнь. Ты начинаешь изучать книги, его документы, начиная с самого его рождения. Рождается человек, все это фиксируется, у него вот такие родители, он жил здесь, потом они переселяются. Вся их жизнь прямо протекает перед тобой в таком ускоренном виде. За несколько дней, за несколько месяцев ты проживаешь всю его жизнь, замечаешь, видишь все жизненные ситуации, в которые попадал человек, что он чувствовал, что переживал. Во-первых, эта выставка, конечно, тоже очень впечатляет. Вот то, что был, например, сельскохозяйственный словарь-справочник. Да? То есть мы видим, что личность Исидора Никифоровича, она была очень многосторонняя.
Конечно, можно сказать, что это человек, который занимался государственностью, поэтому он вынужден был как бы заниматься многими вопросами. Но мне кажется, это не совсем так, потому что даже эти документы передают его личность, очень разносторонне. В нашем современном 21 веке люди стали достаточно однообразными. У нас узкоспециализированные какие-то виды деятельности и так далее. И самое главное, основа того, что Исидор Никифорович был таким многосторонним, его соратники, мне кажется, был его удивительный патриотизм. Потому что он брался за все это, он изучал все это, потому что он хотел, чтобы республика развивалась во всех направлениях. Надо отметить, что данное мероприятие в первую очередь ко Дню Республики и предстоящему столетию образования ЕССР. Вот. И данное мероприятие все-таки, вот, у нас же год консолидации, и вот в рамках года консолидации мы попытались вместе рассмотреть. Вот эти товарищи, они не только были патриотами, но при этом они хотели именно видеть Якутию развитой, конкурентоспособной. И даже по отдельности, если посмотреть, то получается, Саина Жуков первым разработал дорожную карту, то, что сейчас мы пытаемся разработать. Вот. То есть путь развития. Вот. И также и Оксюкуляр Алексея тоже можно отметить как дорожная карта. А то, что мы говорим сейчас, форсайт там, и так далее, вот как раз смело можно отнести как раз вот, произведение Платона Алексеевича Аюнского. Например, столетний великий план. В историческом парке «Россия. Моя история» развернулся мультимедийный проект «Во благо республики во имя народа», посвященный 65-летнему юбилею члена Совета Федерации Федерального собрания России, видного государственного и общественного деятеля Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова. Познай современную историю Якутии. Вход свободный.